В ходе этой встречи абхазская сторона выразила заинтересованность в продолжении работы по линии инвестиционного агентства. Как всем вам хорошо известно, к этому моменту за счет кредитных средств 3 российских банков в республике реализуется уже 9 проектов. Это аграрный сектор, пищевая промышленность и туристическая сфера. Таким образом, видно, что эта программа оказывает положительный эффект на развитие экономики республики, чем, собственно, и обусловливается то предложение, которое в ходе переговоров озвучила абхазская сторона. На этой встрече была обсуждена возможность увеличения объема кредитования по линии инвестиционного агентства до 3 миллиардов рублей и снижения кредитной ставки до 6%. Вот тут следует отметить, что на момент, когда программа начала свою работу, процентная ставка была зафиксирована на уровне 10%. На тот момент это было на 3% ниже ключевой ставки Центрального банка России. Сейчас ключевая ставка Центробанка находится на уровне 9%. Собственно, отсюда и появляется цифра в снижении кредитной ставки до 6%. Российская сторона, в свою очередь, выразила готовность начать обсуждение этого вопроса в соответствующих учреждениях в Российской Федерации. Следующий важный момент, который обсуждался, это возможность выделения кредита по льготной процентной ставке Национальному банку Республики Абхазия с целью увеличения его капитализации, и речь идет о цифре в 1 миллиард рублей. При этом наше предложение было принято, и этот вопрос будет прорабатываться правительством Российской Федерации. Еще одной важной темой, обсуждаемой на переговорах, был расчет таможенной стоимости продукции сельскохозяйственного назначения при пересечении абхазо-российской границы. Речь идет о следующем. Сегодня расчет этой таможенной стоимости базируется на долларовом эквиваленте. И ситуация заключается в том, что расчет таможенной стоимости того или иного продукта, который основывается на цене в долларах, приводит к тому, что таможенные платежи в тот момент, когда изменяется курс доллара, тоже в свою очередь изменяются, притом не в лучшую сторону. Это влияет на себестоимость продукции, которая вывозится в Россию. Если мы говорим уже применительно к нашему случаю, она становится дороже и менее конкурентоспособной. В этой связи на встрече как раз-таки обсуждалась возможность, чтобы для абхазских производителей таможенная стоимость сельхозпродукции формировалась исключительно в рублях. Эта ситуация также будет рассматриваться правительством Российской Федерации, и можно отметить, что уже в ходе встречи Владимир Путин дал поручение соответствующим должностным лицам по проработке этого вопроса. На переговорах поднимался вопрос возможности осуществления на территории Абхазии таможенного оформления и фитосанитарного контроля российскими структурами абхазских сельхозтоваров. Этот вопрос также подлежит дальнейшему обсуждению и проработке. Но тут можно отметить, что и по этому вопросу президент Российской Федерации дал указание принять меры, чтобы эти мероприятия были реализованы в скором времени. И стоит опять же относительно этого вопроса пояснить, что вся экспортируемая сельскохозяйственная продукция наших производителей, которая попадает на таможенную территорию Российской Федерации, она должна проходить процедуры контроля. Эти процедуры предполагают досмотр продукции, и как итог нарушается температурный режим той продукции, которая находится в том или ином транспортном средстве. В итоге продукт теряет в качестве и, соответственно, теряет и в цене. Таким образом, речь идет о том, чтобы контроль грузов и их опломбирование на абхазской территории давали бы возможность продукции наших производителей в кратчайшие сроки спокойно добраться до конечного потребителя в Российской Федерации. Обсуждался вопрос и поддержки сельского хозяйства нашей республики посредством предоставления сельскохозяйственной техники. Перечень этой техники был определен и ранее согласован с правительством Российской Федерации. Можно сказать, что эти моменты – это главные итоги переговоров Рауля Хаджимба и Владимира Путина.